Наша республика в годы Великой Отечественной войны приютила свыше 150 тысяч эвакуированных. 16 тысяч человек, из которых 3 тысячи дети, прибыли в республику из блокадного Ленинграда. Эти дети сегодня уже воспитывают внуков. Один из них – Роберт Лидер. Его семья, наряду с другими ленинградцами, испытала на себе все тяготы тех дней и чудом уцелела. После прорыва кольца они были эвакуированы. С тех пор Кыргызстан стал их второй родиной. Бомбоубежище эти, как дом родной был, там оттуда не вылазили по ночам. А днем опять это в холодрыгу квартиру. Голодно постоянно было. Чудом выжили. Это спасибо маме, что она нас, собственно, вытащила. Так-то мама там и работала, и окопы копала, и как-то даже и на крышу нас с собой затаскивала, там эти зажигательные эти бомбы скидывала. Мы-то не скидывали, она скидывала. Нас некуда деть было. Бабушка там болела как раз. Ленинградцы в те дни проявили неслыханное мужество и стойкость. Полная изоляция города, которая продлилась 872 дня, унесла жизни более миллиона человек. От бомбежек погибла лишь малая часть людей. Большая часть жителей погибла от голода. Вопреки всему, люди верили в победу и находили силы для борьбы с фашистскими захватчиками. Но мы и продолжаем жить ради того, чтобы поколению молодому, новому поколению, чтобы все-таки указать, что такое война, что такое блокада, как это сложно и как это тяжело. Историю блокадного Ленинграда ежегодно вспоминают и в нашей стране. Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на митинге «Реквиеме», посвященном 76-й годовщине событий, отметил, что прорыв блокады стал переломным моментом войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – одна из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны. 900 дней блокады стал символом массового героизма, величия народного духа и неиссякаемого патриотизма. Сегодня день, когда укрепилась вера в великую победу не только у жителей Ленинграда, но и всех людей всего Советского Союза. История блокадного Ленинграда – это история единения советского народа, в том числе кыргызского и русского народов. Освобождение Ленинграда от блокады, а затем и общая победа в Великой Отечественной войне – это святая память, которая никогда не должна остаться в забвении. И мы всегда будем помнить героизм и отвагу наших отцов и дедов. Мы помним нашу историю и будем решительно бороться против попыток ее переписывания. Помнят сегодня и не менее героический поступок жительницы Иссык-Кульской области Тохтогон Алтыбасаровой, приютившей эвакуированных. Ставшая матерью 150 детям из блокадного Ленинграда, 16-летняя девушка окружила их заботой и вниманием, сумев им передать ощущение близости и теплоты. В честь легендарной Тохтогон Апа, которую дети называли «Мама Тоня», в Санкт-Петербурге в этом году будет возведен мемориал. В свою очередь, посол Российской Федерации Николай Удовиченко отметил, что Россия всегда будет помнить вклад Кыргызстана в общую победу и не забудет тех, кто отдал свои жизни за нее. Хотел бы выразить признательность за руководство Кыргызстана, за твердую и последовательную позицию в отстаивании и в противодействии попыткам исказить, сфальсифицировать историю, что сегодня очень и очень становится актуальным. Память важна, как и уважение к мужеству людей, которые все это пережили. Для людей, которые живут в мирное время, это напоминание о том, что не всегда все может быть так прекрасно. В этом году юбилей, 75-летие Великой Победы. В Кыргызстане этот праздник традиционно будет отмечаться на самом высоком уровне. В этом году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Это общая победа всех народов Советского Союза. В Кыргызстане 75-летие будем отмечать как всенародный праздник на самом высоком уровне. Патриотическое воспитание молодежи, открытые уроки, встреча школьников с ветеранами не проходят даром. С каждым годом все больше бишкекчан приходят к памятнику блокадникам Ленинграда, чтобы возложить цветы и почтить память погибших. Эта память для кыргызстанцев священна. Улан Касенов, Алмаз Нурманбетов, Ала-Тоо 24. Итоги недели.